Прежде всего, хотел бы поблагодарить Межпарламентскую ассамблею СНГ за организацию проведения международной научной конференции «Мир Чингиза Айтматова. Интеграция и диалог культур». Чингиз Айтматов поистине является одним из величайших писателей столетия. По данным ЮНЕСКО, он является самым читаемым и издаваемым классиком мира после великого Шекспира. Труды Чингиза Айтматова написаны на простом языке, доступным любому читателю, но при этом поднимаемые вопросы затрагивают общечеловеческие ценности. Они заставляют каждого из нас задуматься о любви ко всему живому, к природе, к человеку, а также о совести и справедливости. События, произведения Айтматова, происходят на Земле и в космосе, в горах и степи, в море и над океаном. Они охватывают почти весь мир. Он отвергал и осуждал исторические беспамятства. Впервые даже будет такое понятие, как манкуртизм. Писатель последовательно описывал параллельный с миром людей, мир животных. Это конь и находец, это волк, барс и верблюд. Это те, кто имеет право на жизнь на этой земле, и как и все люди. К примеру, в трогательной сказке о матери оленика в белом пароходе сделан посыл, невольно воспринимаемый как призыв к уважению традиций и заповедей отцов. Кто сочувствует распятому герою Авдею Калистратову в романе «Плаха»? Люди. Нет, они только убили его. Ему сочувствует синеглазая волчица Акбара, которая читает мысли и чувства умирающего. В последнем романе «Когда падает город» барс находит смерть в пещере вместе с человеком, который ищет Бога. А в романе «Дольше века длится день» Эдига идет бороться за то, чтобы прогресс не растоптал прошлое, а космодром не вытеснил кладбище. Как великий писатель Чингиз Айтматов сумел настолько глубоко разоблачить жестокую и бесчеловечную сущность войны. Его повесть «Материнское поле» — это плач, это протест всех матерей мира против войны и насилия. Айтматов не только трепетно относился к национальной культуре, традициям, обычаям своей нации, но он использовал мифы и легенды других народов, казахскую легенду, грузинскую притчу и библейскую притчу. Когда в прошлом веке английская, американская, испанская, французская и немецкая литература определяли такое понятие, как развитие мировой литературы, наши поэты, писатели, общей советской литературы достойно представляли миру нашу общую советскую литературу. К примеру, ни одно поколение людей выросло на таких произведениях, как «Судьба человека» Шолохова, «Путь Абая Ауэзова», «Русский лес» Леонова, «Живи помни Распутина», «Живые и мертвые» Симонова, на произведениях Астафьева и Рылского, Быкова и Дурце Якубова, на поэзии Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, Мустай Карима и Расула Гамзатова, Самет Вургуна и Мирза Нурсунзаде, Берди Кербебаева и Сакина Сайфулина, Аллу Токламбаева и Алукул Усманова. И, конечно же, моего земляка, кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Знаменитый ученый, литературовед Георгий Гачев назвал Айтматова одним из властителей дум эпохи. Ведь слово писателя рождается в недрах народа, в его муках и радостях, в его прошлой и новой истории, в его сокровенных чаяниях. Именно русский язык стал залогом успеха Чингиза Айтматова сначала в советских республиках, потом в Европе, позже во всем мире. О роли русского языка Айтматов говорил следующим образом. Знать свой язык – это богатство. И сделать родной чужим язык – богатство в войне. Русский язык открыл мне огромный часть мира. Как общественный деятель мирового масштаба, он был миротворцем по духу, инициатором проведения Иссыкульского форума. Еще тогда он поднимал актуальность диалога культур и цивилизации. Великий русский писатель Лев Толстой говорил, главная миссия любого писателя – это заставить читателя любить мир и оценить жизнь. Как раз Айтматов эту свою миссию выполнил в высочайшей ответственности. Он заставляет каждого из нас задуматься о любви, о жизни. Он умеет ранить читателя, а лучше всего он умеет вылечивать эти раны. Есть научно доказанный факт. Все молитвы на любом языке, в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме, имеют одну и ту же частоту колебания. 8 Гц. Это сила слов, это энергетика слов. Сила слов, энергетика слов Айтматова заключается в том, что надо беречь мир
ибо не будет жизни на этой земле. Надо беречь природу, ибо не будет жизни на этой земле. Надо беречь любовь, нравы и совесть, ибо человек перестанет быть человеком. Надо беречь прошлое, иначе не будет прошлого. Это главная заповедь Айтматова. Мы едины великих писателей. Человечество едино в Шекспире и в Бальзаке, Гёте и Пушкине, Толстом и Достоевском, Фолкнере и Гарсия Маркес. А мы сегодня едины в Айтматове. Он войдет не только в генетически духовную память кыргызской нации, но и всего рода человеческого. То, что мы сегодня говорим о нем с восхищением, это говорит о том, что его вторая жизнь, духовная жизнь продолжается на этой земле. Дай Бог, чтобы через сотни веков люди говорили о нем с восхищением. Спасибо большое.